вечер, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «На вид», в студии Фатима Саидова. Во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял глав делегации участников заседания Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул: мы уделяем первостепенное значение сотрудничеству между странами в рамках организации договора о коллективной безопасности. Важным звеном в наших совместных усилиях для достижения поставленных целей является эффективная деятельность секретарей Советов безопасности. В связи со сложной ситуацией в мировом сообществе, обострением современных угроз и вызовов, их влиянием на безопасность государств-членов ОДКБ, ростом международной напряженности из-за геополитической конкуренции, других угроз безопасности и стабильности, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в рамках организации, председателем которой в этом году является таджикская сторона. В этой связи также предметом обсуждения стала текущая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с борьбой с другими угрозами, в том числе с негативными последствиями пандемии COVID-19. Острым глобальным социально-экономическими и финансовыми кризисами, их влиянием на безопасность и экономику страны, биобезопасность и незаконным оборотом наркотиков. При этом стороны посчитали необходимым активизировать совместную деятельность государств-членов ОДКБ, координирование операций спецслужб, в том числе в борьбе против киберпреступности. В завершении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал успехов в работе заседания Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности и выразил надежду, что результаты этого заседания станут плодотворными для достижения поставленных целей. По инициативе Главного управления защиты государственной тайны при правительстве Республики Таджикистан в рамках плана научно-технической деятельности в Республике Таджикистан на 2021 год был проведен республиканский форум. На встрече участники выразили свои взгляды на информационную безопасность и внедрение электронного правительства и подчеркнули важность информационной безопасности во всех секторах экономики. Наши коллеги продолжат тему. В новом веке, который назвали веком информации, влияние информации и средств массовой информации стало гораздо более глубоким и заметным, потому что сегодня с активным развитием интернета социальные сети очень сильно влияют на мышление общества. Даже средства массовой информации стали площадкой для политических дебатов, и проблема информационной безопасности вышла на первый план в контексте этого процесса. Эксперты считают, что информация и информационная безопасность связаны с полной национальной безопасностью. Эти вопросы были особо рассмотрены сегодня на Республиканском научно-практическом форуме «Актуальные вопросы информационной безопасности», который проводился по инициативе Главного управления защиты государственной тайны при правительстве Республики Таджикистан. Было отмечено, что в сложных условиях глобализации информационная безопасность является одним из важнейших вопросов, и при поддержке государства и правительства, особенно в период независимости, сформирована нормативно-правовая информационная база информационной безопасности. В ходе форума эксперты также обсудили вопросы технической защиты информации и баланса национального и международного опыта в обеспечении информационной безопасности. В рамках объявления годов развития села, туризма и народных промыслов в стране проводится республиканский фестиваль «100 красок Чакана и Джильваи Рангхо». Эта инициатива направлена на возрождение народных промыслов. О том, как прошло мероприятие в районе Сино города Душанбе, расскажут наши коллеги. С целью возрождения народных промыслов, распространения национальной вышивки чакан среди молодежи и поиска лучших вышивальщиков чакана в стране, в городах и районах столицы проходит республиканский фестиваль «Сад Ранги Чакан и Джильвай Рангхо». В рамках этих фестивалей в районе Сино города Душанбе было организовано яркое культурное мероприятие. В официальной части конкурса приняли участие представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан и другие представители комитетов и ведомств, которые дали высокую оценку мероприятию.
Таджикский народ имеет очень древнюю историю, и во все времена его национальная одежда имела свои особенности. И мы сегодня гордимся своими традиционными элементами одежды. В знак уважения к нашей истории сегодня в районе Сино на высоком уровне проходит фестиваль «100 оттенков Чакана». Мы надеемся, что столичный район Сино также достойно представить себя и в городском туре этого конкурса. Фестивали Садранги Чакан и Джилвайранхо проводятся ежегодно в рамках объявления годов развития села, туризма и народных промыслов. На сегодняшнем мероприятии, которое проводилось с участием жителей района, были определены лучшие, награждены грамотами и благодарственными письмами от организационного комитета. Следует отметить, что эти мероприятия проводятся в 3 этапа, цель которых – популяризация национальной культуры, поиск лучших ремесленниц и, таким образом, представление образцов древнего таджикского искусства. Душанбе – город цветов. Каждое ведомство столицы старается украсить территорию рядом со своим зданием, используя посадку сезонных цветов. Материал наших коллег продолжит тему. Аллея возле счетной палаты Таджикистана – один из красивейших уголков Душанбе. Ежегодно здесь в несколько этапов высаживают красочные сезонные цветы, что добавляет особой атмосферы нашей любимой столицы. Уже в 3-й раз в этом сезоне озеленения аллея под счетной палатой Таджикистана будет засажена цветами. Теперь это процветающий уголок Душанбе украсит еще 20 тысяч сезонных цветов и декоративных растений. Сотрудники этого госучреждения поддерживают призыв председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, превратить таджикскую столицу в зеленый город и работают над достижением этой цели. С этой целью они принимают участие в озеленении и благоустройстве этой аллеи, а путем проведения хашаров и коллективных акций украшают уголок столицы нашей страны. По словам ответственных лиц, всего на аллее счетной палаты Таджикистана высажено около 50 тысяч декоративных вечно зеленых растений. И эти инициативы по благоустройству будут продолжены в будущем. Следует отметить, что в этом 2021 году Душанбе был объявлен культурной столицей Содружества независимых государств, и реализация подобных творческих инициатив столицы будет способствовать презентации Душанбе как зеленого и цветущего города. В Кулябе театр имени Сайдали Вализода провел сдачу будущей премьеры ответственной комиссии. Наши коллеги расскажут подробнее. Музыкальный комедийный театр города Куляба имени Саида Али Вализода презентовал большой творческой комиссии премьеру спектакля по пьесе известного таджикского драматурга Нура Табарова под руководством режиссера Одиназода Рахмон. Своими положительными отзывами поделился представитель отдела культуры области. Константин Станиславский, прославленный российский драматург, говорил о театре следующее: если театр только развлекает зрителя, то силы в этом искусстве будет немного, и тогда оно не будет значимым. Театр обладает великой силой, которая зрителя учит думать, быть добрее, сопереживать героям на сцене и вызывает справедливости каждого из нас. То есть театр – это зеркало нашей жизни и отражает ее на большой сцене. Спектакль рассказывает о преступной группировке, которая днем принимает обличие добропорядочности, а под покровом ночи совершает гнусные дела и преступления. После жажда наживы заставляет их убивать своих подельников. Мы гордимся командой молодых исполнителей нашего замечательного театра Хатлунской области. Это талантливые режиссеры, актеры, драматурги. Это цвет нашей культуры. Большая часть театральной труппы – это молодые актеры. Один из них – Хайрандеш Нажмединов, исполнивший одну из главных ролей в спектакле. Это вторая главная роль, которую я исполняю на сцене, и я благодарен тому, что мне доверили играть в этой постановке. Название пьесы «Страх», и он означает страх молодежи, которая не имеет своей веры в себя и присоединяется к различным преступным группировкам, и так теряет свою личность. Мы такие проблемы показываем на сцене театра.
Официальную сдачу спектакля творческая комиссия приняла на отлично. В ближайшие дни этот спектакль будет представлен большому зрителю в театре Куляба. В Индии жертвами коронавируса стали уже более 200 тысяч человек. В апреле в стране был отмечен резкий скачок числа заразившихся. В последние дни суточный прирост превышает 300 тысяч. Это привело к перезагрузке системы здравоохранения, которая не справляется с возникшей ситуацией. Далее зарубежные новости. В Индии жертвами коронавируса стали уже более 200 тысяч человек. Тела погибших сжигают на кострах прямо на улице. В апреле в стране был отмечен резкий скачок числа заразившихся. В последние дни суточный прирост превышает 300 тысяч. Это привело к перегрузке системы здравоохранения, которая не справляется с возникшей ситуацией. В частности, из-за острой нехватки баллонов кислородом в переполненных больницах умирают многие пациенты, которых можно было бы спасти. Между тем, в стране принимают серьезные меры по борьбе с пандемией. К настоящему времени здесь сделано более 140 миллионов прививок, причем всего за 100 дней. По числу вакцинированных Индия вышла на первое место в мире. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что росту заболеваемости могли способствовать недавние массовые мероприятия, прошедшие в Индии, а также появление новых, более заразных штаммов вируса. В странах Старого Света постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В Нидерландах отменено действие комендантского часа. Для посетителей вновь открыли террасы, кафе и ресторанов. Посещать заведение общепита возможно лишь с 12:00 до 18:00 по предварительному заказу. Кафе могут принимать не более 50 клиентов одновременно. О правительственном плане по ослаблению карантина объявил премьер-министр Польши. С 4 мая в этой стране, как предполагается, смогут открыться непродовольственные магазины и музеи. В тот же день в школу вернутся ученики младших классов. С 8 мая отели вновь станут принимать гостей. С 15 мая должны заработать рестораны и кафе. Сервис предусмотрен на террасах. Испания ужесточила условия въезда в страну из Индии в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Все приезжающие должны будут пройти карантин. Власти отмечают, что вакцинация по-прежнему является ключевым фактором сдерживания пандемии. С 20 июня правительство намерено ввести так называемые прививочные сертификаты. Внимание любителей спорта приковано к Японии, где менее чем через 3 месяца должны стартовать летние Олимпийские игры. Организаторы рассчитывают допустить по возможности местных болельщиков на спортивные объекты, но вариант проведения соревнований полностью без зрителей по-прежнему не исключают. Правительство Греции намерено ускорить темп вакцинации от коронавируса и к новому маю привить до 5 миллионов человек. Это почти половина населения страны. Представители санитарных властей рассчитывают на ответственный подход граждан компании по иммунизации. Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин выразил уверенность, что вакцина, разработанная его компанией совместно с американской фирмой Pfizer, эффективна против индийского штамма коронавируса. По его словам, специалисты уже изучили эти мутации, вместе с тем соответствующая проверка еще не завершена. По данным Всемирной организации здравоохранения, мутация, выявленная в Индии, обнаружена уже в 17 странах. Между тем, Министерство здравоохранения Израиля изучает возможную связь между вакциной Pfizer и десятками случаев развития миокардита у мужчин в возрасте до 30 лет после введения второго компонента прививки. Угур Шахин также предупредил, что для укрепления иммунитета потребуется 3-я доза вакцины Pfizer примерно через год после получения первого компонента. У побережья Калифорнии найдена гигантская подводная свалка химических отходов, десятки тысяч бочек с пестицидом. По словам обнаруживших это место, многие бочки разъедены морской водой, другие были пробиты еще полвека назад, чтобы быстрее затонули. Общее число опасных контейнеров в этом районе, по мнению исследователей, может доходить до 500 000. Предполагается, что бочки с ДДТ там стали выбрасывать в середине 70-х, когда власти США запретили использование этого пестицида. Именно на побережье Калифорнии располагался крупнейший в стране завод, производивший это вещество. По словам ученых, после запрета часть продукции затопили, а часть попросту слили в канализацию, выходящую в тот же океан. После 32 лет добровольного робинзонства Мауро Маранти покидает необитаемый остров Будели. Говорит, что устал воевать с администрацией национального парка, в чем ведении находится остров. Оказался